Путин в ярости из-за происшествия в Черном море, масштабнейшие протесты в Варшаве, а Иран, похоже, проигрывает Ближний Восток. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Мирного плана не существует, переговоры отодвигаются. На какой срок? КНДР готовится к еще одной войне. С кем? Путин таки заметил, как его танкеры загрязняют Черное море, что приказал сделать незамедлительно. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Мирного плана нет, говорит министр обороны Польши после заседания в Рамштайне. Цитирую, есть донесения прессы, предвыборные выступления президента Трампа и его советников, однако какого-то видения, о котором можно было бы рассуждать, еще нет, говорит он. Министр обороны Великобритании, можно сказать, ему вторит, говорит, что постепенно обещания Трампа отодвигаются во времени. Дональд Трамп еще не пришел к власти. Я думаю, что судя по тому, что я видел в последние несколько дней, есть признаки небольшого отката от этого ощущения, что каким-то образом сделка будет достигнута 21 января. Я думаю, что теперь это маловероятно, и мы слышим, что на самом деле сроки несколько сдвинулись в сторону Пасхи. А в Украине надеются получить свои бонусы, оптимизировав производство снарядов для ПВО, а в лучшем случае перенести это производство в Украину. Мы вели переговоры с США о лицензировании производства систем ПВО и ракет здесь, в Украине, и это может стать значительной частью наших гарантий безопасности, и это абсолютно осуществимо. Но мы должны помнить, что обещания последнего саммита НАТО еще не выполнены. Нам нужно очень многое. Нам нужны системы ПВО, которые вы нам уже дали. Спасибо вам большое. И нам очень нужны системы, которые вы обещали. Поговорили о результатах Рамштайна с экспертом, который внимательно следил за ходом событий, с политологом Алексеем Якубиным. И я так понимаю, что на самом деле, наверное, одной из ключевых тем, кроме, конечно же, обсуждения дополнительных пакетов военной помощи, которые выделяет, это тема обсуждается, а что будет дальше? То есть сможет ли НАТО, например, подменить собой полностью, то есть европейские члены НАТО, подменить собой, например, Соединенные Штаты Америки, если на каком-то этапе США, например, при Дональде Трампе решат поменять свою политику отношения. Сможет ли Рамштайн работать, может быть, с другим названием, без такой активной участия Соединенных Штатов Америки? Вот мне кажется, что обсуждение того, как Трамп может повлиять в итоге на вот этот формат, на модель, которая уже сложилась за последние годы, наверное, это сейчас ключевая тема, которая там поднимается. И, насколько я вижу, значительная часть министров обороны, которые там присутствуют, у них нет на данный момент ответа. На самом деле. То есть, как будет выглядеть эта модель. Ну а тем временем и США, и Польша пообещали выделить Украине дополнительные пакеты помощи. О деталях будем вам обязательно рассказывать, не забывайте подписаться. КНДР готовится к войне с Южной Кореей, обучаясь в бою в Украине. Так считает заместитель посла США в ООН Дороти Ши. Она сообщила также, что более 12 тысяч северокорейских военнослужащих уже участвуют в боевых действиях на территории России, и это участие делает Пхеньян более подготовленным к войне против своих соседей. Нас особенно беспокоит намерение Москвы поделиться с Пхеньяном спутниковыми и космическими технологиями, которые имеют решающее значение для связи и сбора разведданных на современном поле боя, как мы видели в Украине. КНДР получает значительную выгоду от российского военного оборудования, технологий и опыта, что делает ее более способной вести войну против своих соседей. Южная Корея также выразила обеспокоенность, заявив, что северокорейские солдаты становятся инструментами режима Ким Чен Ына, отправляясь на войны, чтобы обогащать режим и получать передовые технологии из России, а как будто бы раньше они не были инструментами режима Ким Чен Ына. Ну а вот что ответил представитель России в ООН. Ярким проявлением агрессивной линии противников Пхеньяна в последнее время стали совместные военные учения вблизи границ КНДР. Они прошли эволюцию от разовых совместных маневров по реагированию на запуски ракет
до регулярных масштабных операций, участие в которых принимают авианосцы, эсминцы, бомбардировщики и истребители последнего поколения 3 стран. Северная Корея продолжает оставаться под санкциями ООН, направленными на ограничение ее ядерной программы, но вмешательство России делает дальнейшее усиление санкций маловероятным, учитывая право вето Москвы в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Премьер-министра Бельгии пытались отравить. Письма со стрихнином пришли к нему в офис, одну сотрудницу даже госпитализировали. Как сообщает Политико, инцидент произошел еще 22 ноября прошлого года, но прокуратура раскрыла детали только после завершения анализа веществ. Экспертиза показала, что в письмах находился стрихнин, опасное токсичное вещество, обычно используемое в сельском хозяйстве как пестицид. Обстоятельства и мотивы отправки писем с крысиным ядом пока неизвестны, а расследование продолжается. Это, к сожалению, один из способов запугивания, я бы даже так сказал, скорее, да, потому что терроризм — это в первую очередь даже не о эффекте смертельном, как о запугивании, распространении страха. И вот эти письма смертельные, скажем так, это, мне кажется, такой же элемент. Опять-таки, тут, возможно, сказывается общая, в целом нервозная атмосфера, потому что мы видели начало года, которое также начиналось с, по сути, напоминаю, террористические акты в Новом Орлеане, ситуацию, и потом вот этот взрыв кибертрека в Лас-Вегасе под зданием Трампа. То есть какие-то такие вот ощущения есть, наверное, в западных обществах и европейских также, чего-то, какой-то нарастающей вот такой вот угрозы, и какие-то группировки отдельные, я так понимаю, они пытаются этим воспользоваться, и вот потенциально, наверное, это письмо может быть продолжением вот этой же тактики запугивания. Путин таки увидел экологическую катастрофу. Мазутом загрязнено полморя из-за российских танкеров и жажды заработать, а тот только проснулся. И тут даже не нужно цитировать пост президента Зеленского в Твиттер, который он посвятил Путину. Тот потребовал создания оперативного штаба из представителей министерств для более эффективной координации работ на месте происшествия. Но куда уж более эффективно. В местных крымских пабликах пишут, что песок с нефтепродуктами кладут в тонкие пакеты, которые рвутся, и, цитирую, «весь пляж в мазутных кляксах, но не переживайте, все идет по плану». Ну вот оно все вытекает. Сейчас солнышко поднимется выше, все это будет здесь. А вот оно уже все вытекло. Вот оно все здесь вытекло. Да, я со своим пакетиком бессилен. Да. Смотрите, что творится. А что же на это говорят российские чиновники? А у них все хорошо, они борются. За прошедший период обследовано свыше 1500 квадратных километров, собрано 25 тонн нефтесодержательной жидкости. В непосредственной близости от береговой линии, в том числе в порту города Анапы, с использованием сорбента обработано более 38 тысяч квадратных метров акватории, собрано свыше 14 тонн нефтепродуктов, а также на отдельных участках установлены боновые заграждения, в том числе вокруг кормовой части одного из танкеров. Варшава охвачена протестами. Солидарность выступает против закрытия угольных электростанций. Акция проходит перед штаб-квартирой энергетической компании. На транспарантах протестующих можно увидеть лозунги «Нижняя Силезия», «Энергетическая безопасность страны» и «На колени перед углем». По мнению протестующих, закрытие угольных предприятий угрожает потерей работы для почти 200 тысяч человек, нарушением стабильности энергоснабжения и, как следствие, энергетической зависимостью Польши от других стран. На самом деле мы ожидаем, что они не закроют наши электростанции, которые являются нашим достоянием. Наша польская горнодобывающая промышленность – это наше национальное достояние, и каждое закрытие шахты отрезает нас от ее ресурсов.
Профсоюз отправил петиции руководству компании и Министерству государственных активов с требованием пересмотреть текущую энергетическую политику. По их мнению, необходимо развивать ядерную энергетику, но до ввода в эксплуатацию атомных электростанций и запуска реформы ядерной энергетики, которая ожидается не ранее 2040 года, следует использовать традиционные источники энергии, такие как уголь. Иранская система трещит по швам. В Ливане выбрали президента, который может многое изменить. Во всяком случае, аналитики ожидают, что он сможет вывести страну из политического кризиса. Новым президентом стал главнокомандующий ливанской армией генерал Джозеф Аун, и его кандидатуру поддерживали США и Саудовская Аравия, видя в нем противовес влиянию Ирана в регионе. Аун имеет высокий авторитет в стране благодаря успешному руководству армией в кризисные периоды и умению сохранить нейтралитет во время межконфессиональных конфликтов. Хизбалла поддерживала другого кандидата Сулеймана Франжье, лидера христианской правоцентристской партии, связанного с проиранскими силами. Новоизбранный президент, как считают эксперты, способен выступить объединяющей фигурой для различных политических и религиозных групп Ливана. Должность президента была вакантна с конца октября 2022 года. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.